Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что ждет в личной жизни, что ждет в любви в следующем месяце. Загадайте, пожалуйста, на себя, на свою жизнь, на свою любовь. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Господи, что такое, девчонки, вы кто? Напишите мне в комментариях. Смотрите, один с цветами, другой прям сердце свое отдает, а вы такая, опа, повернулись, своими делами занимаетесь. Ну надо же, ну надо же. Так, давайте разбираться. Так, ну давайте пойдем по порядку, начнем с вас. Знаете, как про вас могу сказать, и хочется, и колется. И хочется, и колется. Смотрите, какой-то тяжелый опыт, какие-то тяжелые отношения, которые вас очень сильно опустошили, вымотали, да, вот как живого места на вас не оставили. Они до сих пор еще как эхо где-то отлунивают в вашем сознании, в вашей памяти. Да, вы открыты новому, вы открыты новым отношениям, кто-то прям хочет, ждет. Но с другой стороны, у вас есть четкий список, райдер, да, вот какого мужчину вы хотите, вот какой он должен быть, как он должен относиться к вам, к вашей семье, к вашим детям, да, либо в принципе относиться к людям в целом. Вы не ждете, либо избегаете даже, да, вот этих ярких эмоций. Вам страшно влюбиться и забыться. Вам хочется отношений прогнозируемых, да, отношений, где все развивается, идет своим чередом. Я вижу, что у вас недавно было какое-то искушение, либо у кого-то вот в самые ближайшие дни будет искушение, когда прям человек с наскока налетит на вас и вот прям за руки вас хватает, давай любить друг друга, давай туда-сюда, как соблазнение, как искушение, как вот этот блуждающий огонь идет, а вы такая скажете: нет, дружочек, не со мной, не я не пойду больше на вот этот огонь, я его не хочу, это больно, у меня уже такое было, и я больше повторений не хочу. Да? Вот, как-то вы его так на место поставите. И вам будет казаться, что он потерял к вам интерес, что он такой, ну, типа, не хочешь, ну и не надо, пойду другую найду, более сговорчивую. А на самом-то деле вы так его зацепите за живое, вы так ему прям под сердце якорь вставите. Девчонки, начнет о вас думать, он начнет по вам страдать. И я вам так скажу, вот у кого-то точно отыграется, что вы человека полностью переделаете. Переделаете его отношение к жизни, к женщинам, к любви и к семейным ценностям. Это не произойдет в следующем месяце, но в течение 3-4 месяцев вы этого человечечка вылепите вот прям из заготовки сделаете мужчину. Вот так вот у меня идет. Так, мои хорошие девушки, женщины, здесь есть дамы, которые замужем, либо в отношениях, но при этом чувствуют себя крайне несчастными. То есть вроде как мужчина есть, вроде как статус есть, но холод, отчуждение, одиночество. Вот если есть такие дамочки, пожалуйста, пишите мне в комментариях ваши имена. Для вас я сделаю обряд, который уберет остуду, которая на вас была наведена. Ваша какая-то подруга, именно подруга, это не как чужая женщина, да, это именно подруга, это не соперница. Из зависти, из злобы вам сделала остуду. Вы знаете, как подруга, это не, она одинокая, она несчастная, и она с очень таким низким уровнем социальной ответственности. То есть она, когда мужика видит, там какой-нибудь мужчина к ней подходит, там знакомит, она прям готова сразу вот трусы снять и на него напрыгнуть. Вот знаете, как эти кошки, когда гуляют, они перед котами вот так вот ложатся и крутятся. И вот то же самое.
И мужики ее не хотят, потому что она пустая, она никакая, она, знаете, такая навязчивая, приставучая. Вот они ее прям обходят, бегут как черт от ладана. Вот что происходит. И вот она смотрит на вас, на вашего мужа, знает же, как вы живете, какие у вас там сложности, проблемы. И думает: ах, счастливая, ах, замужняя, ах, с этим, с кольцом, со штампом в паспорте. Вот очень сильно завидует. Она на вас навела. Навела, чтобы у вас жизни с вашим мужем не было. Вот как говорит: я несчастная, одинокая, чтобы ты такой была. Вот. И такое я вижу. Так что пишите имена, я делаю обряд, и мы это будем убирать. Убирать, чтобы у вас отношения потеплели, чтобы вы друг другу опять хотя бы интересными стали. Понимаете, вы не просто так вместе в паре, в браке. У вас есть чувства, у вас есть отношения, у вас есть любовь. Вас Создатель не просто так в пару поставил. У вас впереди прекрасная долгая жизнь с этим человеком. Просто вам в определенный момент, вот знаете, как в колесо ставили палку, и все, и колесико дальше не едет. Любовь ваша как замерзла. Понимаете, давайте растопим вашу любовь, и все у вас наладится. Все потихонечку и выйдет на нужный уровень, на правильный уровень. Вот, друг на друга посмотрите другими глазами. Еще тут и счастье, и любовь. Все будет. Пишите имена. Я буду проводить обряд. Буду читать ваши имена. Только свое. Мужчины имя не надо, потому что на вас делали. Все мы это почистим, все мы это уберем. Так, девушки, женщины, кто сейчас без пары и без отношений? Ну, у кого есть, например, дети. Дети, либо родственники на вашем попечении, за которых вы очень переживаете, может быть, даже содержите ваших родственников, ну, либо на 100% вовлечены в жизнь ваших родственников. Если вы себя узнали, у вас идет поездка. Это может быть командировка, это может быть выезд на дачу, отпуск, может быть, куда-нибудь к морюшку поедете. У вас прорыв, у вас прям солнце светит. Мужики, как эти бабочки такие красивые, летят на вас, как на свет, на источник света. Ой, вас так облепят эти мужики. Сначала вы будете удивляться, а потом вы будете развлекаться, а потом идет даже какая-то усталость. Скажете: задолбали, что же вы все ко мне лезете, что же вам всем от меня надо? Да, еще будете их там отгонять от себя. Знаете, такой выбор идет вам колоссальный. Будете выбирать, подбирать. Тут мужики на любой цвет, на любой вкус. Вот какого захотите, такого и возьмете. Вот. Я не вижу, что вы прям какого-то конкретного выбрали. Вы будете пробовать, с тем пообщаетесь, на свидание сходите, с этим пообщаетесь, сходите, будете смотреть, как они себя ведут, как они себя проявляют в разных ситуациях. Знаете, как толпа поклонников за вами будет ходить. Ну, замечательно. Пользуйтесь своими чарами, поверьте в себя. Вы очень красивая женщина, очень желанная женщина. Вот вам идет отдых от ваших этих семейных дел, забот, и в то же время возможность подобрать себе пару. Я не вижу конкретного человека, которого вы выберете. Ну, мы же смотрим на месяц, да. Я вижу, что у вас будет два очень таких серьезных, стабильных кандидата. Вот между ними будете маяться. Вот то туда, то сюда, да. То тот себя как-то выразил красиво, понравился, то этот, да, вот прям не подкачал. Два мужчины. И они, кстати, очень разные. Один, может быть, как-то ближе к вам, там проживает, находится там в одной теме с вами, а второй, ну прям совсем вот какая-то новинка идет. Вот таких не было. Может быть, какая-то национальность у него отличная от вашей, может быть, там какие-то убеждения, философия, образ жизни. Да, вот два разных человека. Сложный выбор, девочки, сложный. Ждут вас муки любви, ну в хорошем смысле слова, да, так выбрать, чтобы не ошибиться. Но вы не спешите, эти мужики никуда не денутся. Вам просто время пришло, время устроить свою личную жизнь, время стать счастливой. И еще хороший очень совет вам тут идет. Думайте о себе. В первую очередь о себе. Не о детях, да, которых вы, конечно, очень любите и все для них делаете. Не о родственниках, которые в вас нуждаются. О себе думайте. Вот если вы будете счастливы, и ваши близкие будут счастливы. И если вам одной сложно все на себе тянуть, так выбирайте себе правильного мужчину, который и любовь вам подарит, и поддержку финансовую. Да? Вот концентрируйтесь на себе, и мужчинки, они подтянутся, они уже тянутся в вашу жизнь. Все хорошо будет.
Так, дальше, мои хорошие. Кто-то на работу устроится. Девочки, кто-то устроится на работу. Вот прям вижу, а может быть, вы долго не работали, может быть, вы долго в поиске работы были, может быть, вот совсем недавно вы решили, что надо поработать и вот занимаетесь поиском работы. Устроитесь на работу. Там мужчина будет самый главный. Может быть, директор и женщина, да, там, либо самый главный начальник женщин. Но вот самый главный из мужчин, которые будут на этом предприятии, может быть, это офис, да, может, производство какое-то. Ой, девочки, он прям будет вокруг вас порхать. Такой галантный, такой обходительный. И помогать будет, и подсказывать, и прям крутится возле вас. Постоянно будет крутиться. Если вы дама не свободная, соблазн, очень серьезный соблазн. Идет соблазн, ну просто невероятный. Вы для этого мужчины как само искушение будете. Но и он, понимаете, не дурак, он не промах, он и на лицо очень симпатичный. И вот такой он будет прям ласковый, заботливый, вот прям ути-пути. Я вот вижу, кто-то соблазнится, знаете, и как-то будете это все. Это не просто, да, особенно если вы в браке, брак у вас неплохой, а тут такие страсти, такие впечатления, знаете, как с тем мужчиной у вас все хорошо, у вас любовь, у вас прям птички на душе поют, домой приходите как-то не по себе, да, вот немножко будете смущаться, стыдиться, может быть, кто-то будет, что вот муж там, да, а муж как назло еще и начнет тоже как-то себя проявлять, какие-то подарочки, покупочки вам делать. Но, девчонки, все бывает, это жизнь. Вам эта ситуация не просто так дана, абсолютно не просто так. Здесь какой-то тайный замысел идет, и вам ее просто нужно пережить. Это какой-то новый опыт, это какие-то новые... Да, мне больше идет как это опыт. Да, это не какая-то проверка, это именно опыт, который нужен вашей душе. Да. В любом случае, как бы там что ни получилось, я вижу, что с этим мужчиной вы останетесь друзьями на всю жизнь. Будете ли вы любовниками, либо просто будете испытывать эту симпатию, притяжение. Но вот друзьями вы настоящими с ним останетесь на всю оставшуюся жизнь. То есть этот мужчина прям всегда будет с вами на контакте, на связи, поддерживать, помогать будет. Вот как он вас встретит, так он и будет к вам всегда относиться. Будете вы с ним любовниками, страсти эти будут и уйдут, а вот то доброе, то светлое, то прекрасное, которое зародится между вами, оно останется на долгие-долгие годы. Вот. Да, так иногда бывает, наваждение. Вот люди встретились, увиделись и все, ничего с собой поделать не могут. Да, бывает. Ну что, мужики, часто этим грешат, а что, женщины чем отличаются от мужиков? Ну да, мы умнее, ну да, мы там потерпеливее будем. Но если идет такая ситуация, если этот опыт нужен вашей душе. Так, а еще. Так, с этой стороны у меня мужчина с букетом, с левой стороны с любовью. Откуда-то прям на гребне волны мчится к вам. Ну, на гребне волны, значит, успешный, какого-то успеха добился, какой-то результат получил, там, денег заработал, да, вот у него букет, он счастливый, и он к вам, вот прям летит к вам, без предупреждения, без каких-то намеков, да, прям лечу к ней, за ней лечу. Но мне почему-то кажется, что это мужчина, которого вы знаете, либо какой-то бывший. Может быть, у вас отношения с ним были, может быть, вы с ним и расстались, что он, никчемный был, да, вы ему так и сказали, с тобой нет будущего, я не могу тебе доверять. А как мне с тобой жить, а как детей растить, да, рожать тебя, если ты не можешь буквально там, не знаю, банально, да, заработать на буханку хлеба. Вот. Где-то он ходил, где-то он пропадал, старался, работал, добился какого-то результата, и вот он к вам мчится. Мне кажется, на очень дорогой машине приедет. Может, специально, знаете, как копил, собирал, чтобы купить прям самую дорогую, чтобы вы прям ахнули, когда его увидели. С цветами, значит, все-таки по-хорошему идет. Может быть, знаете, как встреча с бывшим. Вот он приедет и скажет: вот тебе там подарочек, вот тебе цветочки, как же ты меня в свое время простимулировала, как же ты меня зарядила. Вот благодаря тебе
я вот теперь вот богач, да, я работаю, у меня там бизнес, либо там хорошая должность, я там заработал на хорошую машину, там дом себе купил. Знаете, девчонки, благодарить вас будет, благодарить, и посыл у него к вам добрый. А кому-то, понятно, мужчина приедет, вы же все разные, да, кому-то приедет и скажет: ну вот, пожалуйста, смотри, теперь я соответствую твоим требованиям, я могу теперь и не только на хлеб заработать, я на все могу заработать, либо уже заработал, вот смотри, какой я классный. Вот правильно ты тогда меня отшила, да, правильно ты мне тогда сказала. Вот, благодаря тебе я вот такой теперь шикарный мужчина. Вот, как возможность идет. Вы, кстати, будете ему рады, вы будете рады тем переменам, которые с ним произошли. А кому-то мужчина приедет и скажет: ну вот благодаря тебе я всего добился. Хочу тебя отблагодарить за твои слова, за трезвость, которую ты мне дала. Я вот раньше заблуждался, а ты мне так жестко сказала, ты меня отшила. Я вот теперь, видишь, зарабатываю, теперь я человек. Не какая-то букашка, да, а человек. Но это хорошая встреча будет, добрая, и он по-доброму к вам заходит. Так, еще. Здесь через волны, через реку, через воду. Кто общается? Вот мужчина где-то далеко живет, может быть, за океаном живет. Обычно так заморских принцев показывают. У кого мужчина иностранец? Мужчина иностранец. Ой, девочки, что-то он вас ревновать очень сильно будет. Очень сильно. У кого иностранец, у него такая идет... Ой, Господи, он на вас подсел, девочки. Подсел очень сильно. И у вас какое-то замедление в отношениях в последние, ну, может быть, там пару недель образовалось. И его уже ломает, его рвет, его плющит. Он не понимает, что происходит. Ему кажется, что вы от него отходите, что вы от него отстраняетесь. Знаете, обычно женщины переживают, когда отношения в болотистую зону заходят. А тут мужчина. И он, знаете, он прям так будет характер свой показывать. Я вижу, что он хочет, чтобы вы к нему приехали. Либо он к себе зовет вас. Он по какой-то причине не может. У него ноги, видите, как в песке стоят. Вот как закопаны в песок. Он не может к вам приехать. Либо он собирался, и что-то поменялось резко. И он прям будет требовать, чтобы вы к нему ехали. Ну, а вы же женщина, вы девушка, да, многие стесняются, скажут: ну, чуть как я поеду, да, типа напрашиваюсь к нему, что-то про меня люди подумают. Либо он живет в такой стране, что, может быть, туда и не совсем безопасно ехать. Ой, вы тут целый месяц не будете бодаться, вижу, что будете стоять на своем, а он прям будет требовать встречи с вами. Девочки, если любит, сам приедет. Вы ему так и говорите: ну куда ты спешишь, порешаешь свои вопросы, порешаешь свои дела, заодно наши чувства пройдут проверку. Смотрите, этими словами вы его как и подбадриваете, с другой стороны вы его стимулируете очень сильно, да, на то, чтобы он двигался, чтобы он снаряжался в путь, в дорогу к вам, да, чтобы понимал, вы знаете себе цену, за ним бегать не будете. Хочет он вас, пусть сам приезжает, да? Приезжает на поклон к вам. Ну, правильно, где-то видно, чтобы девушки сами к мужикам ходили. Пусть сам приезжает к вам, да, за вами пусть сам приезжает. Да? Девчонки, не уступайте. Даже если вам, ну, как говорится, нет особого труда к нему туда поехать, все равно не уступайте. Пусть он за вами едет. Не вы к нему, а он за вами. И тогда ваши отношения действительно закончатся счастливым браком. И так у вас и будет по жизни, что он будет всегда первым идти в любых раскладах, при любых ситуациях. Хорошая ситуация, не очень, да, чтобы он первый, например, первый шел мириться, первый вызывался что-то делать, да, на себя брал ответственность. Вот как вы выдержите, так у вас дальше с этим человеком и будет. Поедете вы к нему, ну, он и будет вами всегда манипулировать, управлять, веревки с вас вить. Вы же этого не хотите, не хотите. Вижу, что будете переживать. Ну, лучше выдержать эту паузу, пусть он сам едет к вам. Так, здесь предложение идет. Мужчина, видите, сердце дает женщине, а женщина что-то отвернулась, такая говорит: ну, не интересует, да, либо не сейчас, потом. Кто-то предложение вам будет делать. Ну, по сердцу, ну, опять же, да, у одних отыграется, что в любовнице будет звать, а у других в жены. Кто из вас кто, к сожалению, не скажу, вы все разные. Но вижу, что и так может быть. Почему вы отвернулись? То ли обиделись на этого человека, то ли вам предложение не совсем подходит.
Не совсем. А у кого-то отыграется, что девушка отвернулась, потому что о каком-то тощем мужчине думает. Ну, тощий мужчина — это тот, кто был и кого нет, кто, может быть, не соответствовал ее ожиданиям, но при этом были чувства очень сильные. О ком-то вы думаете с правой стороны. Кстати, у кого-то даже отыграется, что мужчина, например, мог погибнуть, да, и мужчины уже нет среди живых, а вы вот как храните верность памяти этого человека. А вас очень хороший мужчина будет звать. Вот слушайте внимательно. Я, конечно, еще та ханжа, но быть любовниками — это не значит там что-то грязное, подлое и там всеми осуждаемое. Нет, девочки, нет. Вот запомните это. Это совсем другое. Любовники от слова любить, да, когда люди любят друг друга. Вот. Даже если мужчина вас будет звать именно в любовную связь, здесь в венце это все идет, он сердце вам дает. Да, он может вас изначально позвать в любовницы, а потом позвать и в жены. Он сердце вам дает. Это не пустое такое, попользовался женщиной и выкинул. Нет, это по-серьезному, по сердцу все идет. Он вас любит, любит очень сильно. То есть, позвав вас в любовницы, это уже равносильно как бы жена, да, вот прям моя женщина, я ее выбрал. Поверьте, любовницей станете не за горами тот день, когда женой войдете в его дом. Вот. Если вы действительно о ком-то горюете, о каком-то человеке, который был в вашей жизни, и сейчас его нет, а здесь вам высшие просто рекомендуют, да, не заставляют, не просят, рекомендуют обратить внимание на того живого человека, который рядом с вами, который предлагает вам все и сразу. У него за спиной очень серьезная база, у него за спиной дерево стоит. То есть у человека могут быть связи, у человека может быть богатство, семья богатая, возможностей много. Опять же, человек вам это дерево тоже будет предлагать, то есть присоединиться веточкой к этому дереву, то есть войти, влиться в этот клан, в эту семью, там, пользоваться его возможностями, его деньгами. Смотрите, опять же, может быть ситуация, что мужчина зовет вас замуж, а вы, ну, допустим, не любите его так, как хотелось бы. Да? Ну, то есть для вас он приятный мужчина, там, не более того. А он прям любит, слюни на вас пускает. Девчонки, это хороший момент, потому что мужчина очень хороший. Он своей добротой, он своей любовью вас покорит. Да? Сейчас вы его не любите, а там через месяца 3-4 полюбите. Да, еще будете удивляться, как же я раньше не рассмотрела, какой же он и красивый, и умный, и добрый, и заботливый. Хороший мужчина идет. Не отворачивайтесь. Предлагает замуж. Ну, конечно, я не могу вам тут с темы говорить, иди замуж. Нет. Примите приглашение. Скажите, хорошо, я подумаю. Я подумаю. Вас же никто прям палкой не гонит в брак. Не гонит. Да, подумайте. Присмотритесь друг к другу, а вот и понравится. Кто хранит память об усопшем человеке, мои хорошие, надо жить. Надо жить, и нужно идти вперед. Высшие говорят, надо жить. Не по судьбе вам быть вдовой, да, не по судьбе вам быть одинокой. Этот мужчина неплохой. Ему откажете, другой придет. Вот какой другой придет, я, к сожалению, не скажу. Я этого не вижу пока. Ну, это и не тема, мы смотрим на месяц. В этом месяце хорошего дают. Хорошего можно брать. Но опять же, все от вас зависит. А кто думает, что предает память, зря вы так думаете. Усопший хотел бы, чтобы вы были счастливы. Он у вас с правой стороны вышел. Он вам вышел как ангел-хранитель. И я даже такую сейчас вещь скажу, только отнеситесь правильно. Скорее всего, этот усопший, его душа, вернее, для вас этого мужчинку-то и подвела. Вот, да, чтобы хороший был, чтобы не обижал, чтобы помогал, чтобы любил. Да. Кстати, кто посмотрит эту отсыпочку, у кого действительно вот любовь и мужчина погиб, вам сон приснится в течение 3-5 дней, как подсказка от усопшего, как знак, сигнал, как вам правильно поступить, чтобы вы для себя знали. Так, ну что, месяц богат на любовь, на контакты, на возможности, на то, чтобы устроить свою жизнь. Но при этом также вижу и опасные моменты. Опасные моменты связаны с женской завистью, женской злобой. Вы в этот месяц как-то особо будете хороши. Ну прям
глаз не отвести. Вот что идет. И женщины могут завидовать, вернее, не могут, а будут завидовать. И при этом некоторые из них, которые там по особо такие ядовитые, ядреные, могут даже какие-то выпады делать в вашу сторону. Выпады в виде критики, в виде клеветы, в виде сплетен, в виде каких-то даже претензий. Да, могут там цепляться на ровном месте, там претензии даже знакомые, незнакомые, не важно. Важно, что вы женщинам будете мозолить глаза. Мои хорошие девушки, женщины, примите меры. Примите меры, защищайте себя. Я делала вот, буквально час назад отливку на воске. У меня то же самое было показано, что очень много завистников вокруг вас. Нужно ставить на себя защиту, нужно делать обереги, нужно принимать действительно серьезные меры и не отмахиваться от этой ситуации. Так что, мои хорошие, имейте в виду. Кстати, вот вижу у кого-то по здоровью. По здоровью как картинка меняется. Это еще не то самое желанное состояние, к которому вы идете, излечение, исцеление, но результаты уже будут налицо, вы уже будете все это чувствовать. Девчонки, тут прилив идет, прилив по здоровью, прилив по желанию жить активной жизнью, не только вот любить, но и в интимном плане. Поэтому знаем, что делаем, идем вперед, ничего не боимся, ничего не стесняемся, главное, чтобы вам было хорошо. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.